А назовите мне, Сефер, 3 самых популярных блюда в Турции. Вот. Ağır yemeklerden Основные блюда это баранина в тандыре, Adana kebabımız güzel. Pide, Адана кебаб, pide, наверное, слышали. лахмаджун. Есть пиде, Güveç. лахмаджун и Güveç işte. гювеч. Это блюдо в горшочках готовят. То есть все блюда из мяса, а мы сегодня готовим с вами рис. Ну, мы сейчас готовим блюда, которые очень распространены в Эгейском регионе. И они готовятся с добавлением оливкового масла, и они, в принципе, очень вкусные и без мяса. И сянмесес, хөрмәтле дуслар, здравствуйте! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Сегодня к нам на татарскую кухню из далекой-далекой солнечной Турции прилетели настоящие профессионалы, турецкие повара, и они сегодня раскроют свои секреты. Встречаем Сефер и Букет. Игнар. Игнар — это добрый день по-турецки. Игнар. Игнар. Мы рады приветствовать вас здесь, на нашем кулинарном шоу татарском. Мы тоже рады, что мы смогли вас посетить, что мы вас увидели. Сефер Япыджи, шеф-повар, профессиональную деятельность начал в 1986 году. Работал поваром во многих ресторанах Эгейского побережья Турции, а также в ресторанах а-ля карт, в отелях Мармариса и Бодрума. С 2006 года работает в должности шеф-повара. Участвовал во многих гастрономических соревнованиях как внутри страны, так и за ее пределами. Является обладателем множества медалей в сфере гастрономии. Сефер Япыджи – председатель Союза профессиональных поваров Эгейского региона, член Совета правления Федерации поваров и шеф-поваров Турции, член жюри Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров. Скажите, пожалуйста, что мы сегодня будем готовить? Öncelikle Прежде чем перейти к блюдам, я бы хотела поблагодарить Генеральное консульство Республики Турция в Казани, самого Генерального консула за то, что они предоставили нам такую возможность посетить вашу республику. Я являюсь председателем Союза профессиональных поваров Эгейского региона, и в то же самое время я состою в Совете правления Федерации поваров и шеф-поваров Турции. Прежде всего скажу, что я также являюсь членом Всемирного союза поваров, и я посещала многие страны, представлял нашу турецкую кухню там. Что касается сегодняшнего нашего меню, мы будем готовить сарму из виноградных листьев на оливковом масле, также бамью на оливковом масле. И на десерт у нас будет десерт из манной крупы с добавлением турецкого кофе. Так, отлично, значит, мы сегодня будем готовить сразу 3 блюда. Из какого из них мы начнем? У нас сейчас кипит там вода вот на плите. Ввиду того, что у нас при приготовлении сармы необходимы виноградные листья, они соленые. Мы сначала их положим в горячую воду, чтобы соль вся с них сошла. Это виноград, выращенный на турецкой земле? Это именно листья винограда из Эгейского региона, но в принципе в Турции везде виноград растет, и везде эти листья можно найти. Кстати, дорогие телезрители, практически все продукты, которые мы сегодня будем использовать, они привезены из Турции прямым рейсом, специально на нашу программу. bir tatlımız için suyumuzu koyduk. Burada önce şerbet. Для приготовления десерта из манной крупы мы сначала, получается, будем делать щербет. Литр воды берем, полкило манной крупы. 1 kilo kadar su, 1 litre kadar su. Göz ayırıyla şekeri koyacağız ama aşağı yukarı. Для приготовления щербета примерно необходимо килограмм сахара. Так, мы начинаем готовить десерт, щербет. Так, отлично. Добавили сахар. Kaynama После başladıktan sonra вскипания birkaç мы dakika добавим koyacağız. турецкий кофе. Bu kadar yaprak sarmamızı. Виноградные листья, наверное, уже готовы. То есть буквально немного нужно для того, чтобы прокипятить наши листья виноградные, и мы сейчас уже их обратно выкладываем на тарелку. Так, с этим понятно. Что у нас с десертом? Должна вода закипеть, да? Evet, su Да, необходимо, чтобы она вскипела. Yaprak sarmamızı. А сейчас мы будем готовить начинку для нашей сармы. Угу. Сефер, ну и пока вы готовите, я хочу задать мой любимый вопрос шеф-поварам, я его задаю. Вы мечтали с детства стать шеф-поваром? Ben Я уже 30 лет в этой профессии. Я окончила начальную школу, а среднюю школу я окончила удаленно. И я очень люблю эту профессию. И сразу начал, в принципе, вот после школы буквально готовить. Для сармы рис, вот как вы видите, изюм. А есть разные виды приготовления начинки для сармы. Можно даже предварительно сварить рис, но мы будем делать из сырого риса. Мы сделаем сарму, как делают дома, в домах в Турции. Томатную пасту добавляем, одну ложку. Sumak burada var. Türkiye'den getirdik. Есть приправа сумах, она по-турецки она будет сумак. Это мы привезли из Турции. Очень ароматная приправа сумах. Biraz ekşili versin diye güzelce. Это для того, чтобы кислинку придать. Так, а желтенькое что это? Çeşni burada var. Это baharat микс çeşni приправ, var. Biraz называется çeşni koyacağız. чечны. Перемешать?
Там еще надо будет добавить ингредиент. Так, а букет у нас, она очищает виноград, да? Yapraklarımızı açıyoruz şu anda kendisi. Да, она раскрывает Sarma листья, aşamasına чтобы başlıyoruz. можно было в них уже заворачивать. Так, здесь у нас пока еще не вскипело. O kaynasın yavaş Он yavaş потихоньку kaynasın, вскипит. Вот как профессионалы турецкие работают. Посмотрите. Супер, а вот такой вопрос юмористический. Пальцы хоть раз резали, нет? Очень много резал, когда только начал, вошел в эту профессию, но потом уже привык. Вот турецкие повара еще и честные. Да, у нас есть даже такая поговорка, тот, кто ни разу палец не резал, не может быть поваром. Так, это тоже петрушку добавляем сюда. Maydanoz Да-да-да, çekeceğiz. сейчас он нарежет. Biraz aroması tatlandırsın Для diye аромата добавляем elimizdeki подручную otlardan, зелень. Katıyoruz değişik güzel tat versin. То есть я так понимаю, да, это базилик, любая зелень к нам подходит в этом блюде. Лук, Soğan. суган. По-татарски суган тоже будет суган. Супер, а вот вы впервые в Россию приехали, да? Приходилось в Турции пробовать русскую кухню, хоть что-нибудь? Birkaç çeşit yemeklerin tadına baktım, yedim. Несколько блюд я пробовала, в особенности мне понравился борщ. Soğanlarımızı ilave ediyoruz. Так, добавляем лук, ага. Перемешиваем. Soğan sarımsağımızı ilave Сейчас ettik. будем добавлять оливковое масло. А назовите мне, Сафер, 3 самых популярных блюда в Турции, вот, если вторые блюда брать. Ağır yemeklerden Основные блюда это баранина в тандыре, Adana kebabımız güzel. Pide, Адана кебаб, pide, наверное, слышали. lahmacun. Есть пиде, Güveç. лахмаджун Güveç и çeşitlerimiz. гювеч. Это блюдо в горшочках готовят. То есть все блюда из мяса, а мы сегодня готовим с вами рис. Ну, мы сейчас готовим блюда, которые очень распространены в Эгейском регионе. И они готовятся с добавлением оливкового масла, и они, в принципе, очень вкусные и без мяса. Так, что делаем здесь? İçimiz hazır bunun. Sarmamızı saracağız içimizle ilgili. Şimdi bu Начинка arada готова. Сейчас мы будем их заворачивать в виноградные листья. Можно я тоже попробую один завернуть? Вы мне покажите? tabii yaparız. Конечно же. Не забываем про десерт, кстати, который мы параллельно готовим. Сахар у нас растворился. Он очень горячий, пусть немножко остынет. Сейчас мы будем обжаривать манную крупу. Манная крупа у нас для десерта нужна. Добавляем большое количество масла. Так, сливочное масло. Перемешиваем сливочное и подсолнечное масло. Поставлю на большой огонь. Напоминаю, мы готовим сегодня 3 блюда. Это десерт и 2 вторых. Одно из них у нас уже на финальной стадии. Мы заворачиваем в фарш виноградные листы. А сейчас мы с Сафером готовим десерт. İrmiğimizin şerbetine... В шербет мы добавим ложку турецкого кофе. Кстати, турецкий кофе считается одним из самых лучших в мире. Добавляем. Ароматно очень. Daha По sonra окончании программы я угощу вас турецким кофе. Букет у нас сегодня отличная помощница ваша. А вы тоже профессиональный шеф-повар? Я учусь. Но да, видно, что у вас мало значков, а у Сафера тут уже места даже нет. Buket bizim derneğimizde. Букет у нас состоит в нашей федерации поваров, а также она член молодежного союза поваров. Yağımıza iç fıstığımızı koyuyoruz. Мы добавляем фисташки очищенные. Так, здесь у нас кипит. Можно выключить. Сафер, а расскажите, что вот за значки? Что за значки у вас здесь? Это награды? Есть награда, вот эта большая медаль, которая висит по центру. Это медаль Федерации поваров и шеф-поваров Турции. 2 медали. Мы готовили блюда для армии турецкой. И вот там мне были вручены эти 2 медали. А остальные медали и значки мы получали в тех странах, которые посещали. Ну, судя по значкам, вы объехали практически весь мир. Во многие страны посетил, и я очень часто участвовал в гастрономических фестивалях. И я являюсь членом жюри в международных гастрономических фестивалях при Всемирной Федерации поваров. Ну, я надеюсь, после этой поездки вы будете почаще приезжать в Россию. И именно в Татарстан. С удовольствием, конечно, я буду приезжать. Kavrulduysa biraz rengi pembeleşecek. Необходимо, hafiften. чтобы фисташки приняли Hafif pembe розоватый olacak, цвет. rengi tam o getir. Bu Затем мы şekilde добавляем birbirimize манную atıyoruz, крупу. kavuruyoruz bir- Такой вот тандем сегодня на кухне, турецко-татарский тандем у нас. И приятно, что, видите, я тоже без дела не стою. В Турции тоже так вот работают шеф-повара? То есть вы смотрите, а помощники все делают? Herkes Каждый, üzerine по düşen görevi сути, yapıyor. выполняет свою работу, и Genelde когда мы otellerde, работаем в restoranlarda отелях, çalışıyoruz. мы в основном управляем. Ну, конечно, мы также участвуем в готовке. Без готовки мы не будем считаться поварами. Что делаем дальше? Обжариваем, пока не примет темный цвет. Zeytinyağlı yaprak sarmamız için Для приготовления нашей сармы на дно кастрюли мы будем выкладывать овощи для придания аромата. Крупно нарезаем лук, iri iri. Добавляем морковку крупно нарезаем морковь. и зелень немножко добавляем. Чесночок. Это основа получается для нашего блюда. Bunlar kabuklu koyuyoruz soğan sarımsaklarımızı.
Сарымсак, Evet. как и по-турецки, так и по-татарски. Чеснок, лимон. Самое интересное, дорогие зрители, тщательно записывайте наш рецепт. Я думаю, у вас получится дома приготовить это. Потому что ингредиенты пока все наши. Tabağımızı А, sarmak için и Закрываем, накрываем да? крышкой. Ну, вообще, я впервые вижу, чтобы крышкой накрыли овощи, и такая подушка получается своеобразная. Окей. sarmamızı sarıp üstüne edeceğiz bunu. А Sarmamızı, для чего вот это делается подушка? Чтобы они, во-первых, для придания аромата, чтобы у них аромат весь вышел, и для того, чтобы они с сармой не rahat bunu перемешались. kaldırabilelim diye. Yaprak Чтобы sarmanın сарма наша не dibine прилипла. yapışmasın. Вот они секреты турецкой кухни. Ну а сейчас самое интересное. Мы открываем наши листья. Вы видите прожилки, что были сверху, на верхней части листья. Накладываем начинку. А тем временем Сефер, кстати, выкладывает просто слой из листьев виноградных. Затем заворачиваем. Так, и вот самое интересное, Сефер, вот смотри. Правильно ли она делает? Denemek ister misin? Buyur. Я сейчас тоже хочу попробовать. Позвольте. Buyur, buyur. Берем листочек. Вот что должно получиться. А есть одна особенность, должна быть как мизинец. Ну, попробуем. Берем листочек, берем наш фарш, ароматненький. Давай делать это вместе. Раз. Ага. Два. Ну, это все легко. Пока. А, вот конвертик получается у нас. Да. Закрываем края С каждой стороны. И потом закручиваем. и закручиваем в форме тонкого рулета. Друзья, ну, для первого раза, мне кажется, неплохо получилось. Далее пусть работают профессионалы. Методику вам показали, дорогие телезрители, поэтому дерзайте и готовьте дома то же самое. Что у нас здесь? Kavurduğumuz irmiğimizi В десерт мы добавляем ванилин. Десерт. Напоминаю, здесь у нас орешки, крупа. И все это мы жарим на растительном масле. Сейчас мы вновь переходим к десерту. Что дальше делаем с ним? irmiğimiz iyice esmerleşti, iyice kavruldu. Манная Şu крупа у şekilde нас gördüğünüz потемнела. Да, действительно, приобрела такой цвет. Вот. gibi. Şimdi şerbetimizi Сейчас мы üzerine будем döküyoruz. перемешивать его с Ağır шербетом. Итак, мы смешиваем сейчас. Yavaş yavaş sıvı Ох. Dök. Вот она, турецкая кухня. И вновь ставим на огонь. Так, температуру добавляем. Закрываем крышкой, да? Отлично. Как дела, букет у тебя? Хорошо. Ну, она уже приготовила штук 30 сармы. Мы положили все наши рулетики в котелочек, накрыли отдельно виноградными листьями. И что еще делаем? Добавим лимон Koyacağız сверху, üstüne. Пару кусочков лимона. И опять накрываем. сахарную пудру, Şeker atacağız. ложечку маленькую добавим. А, то есть добавляем еще и сахар. Tabii ya. В Турции во все блюда с оливковым маслом мы всегда добавляем сахар. Сахар, он сохраняет такой приятный вкус оливкового масла. Накрываем Azıcık kapatıyoruz тарелкой. güzelce. То есть уже вторая тарелка внутри кастрюли. Сейчас добавляем воды. Накрываем крышечкой. Biraz zeytinyağımızı ilave edeceğiz onu. Еще немного добавим оливкового масла. А, еще оливковое масло. Вот видите, не жалеют они оливковое масло. Потому что оно у них и производится. Накрыли крышкой и ставим на плиту. Сколько по времени готовим? Bir saat Час 15 15 на медленном огне. Дорогие телезрители, так, сарма у нас готовится. Десерт у нас тоже готов, но он должен отстояться. А третье блюдо мы начнем готовить после небольшой паузы. Сарма из виноградных листьев на оливковом масле. Виноградные листья достали из рассола и подержали в воде 10 минут, чтобы сошла соль. Рис на 10 минут замочили в воде, а затем промыли. Мелко нарезали лук, чеснок и зелень. Добавили в эту смесь рис, приправы, соль, сахар, обжаренные на оливковом масле кедровые орехи и изюм. Приправили оливковым маслом и хорошо перемешали. На каждый виноградный лист выложили по чайной ложке рисовой начинки и, загнув края, скрутили в форме тонкого рулета. На дно казана положили лук, морковь, нарезанный лимон и стебли оставшейся зелени. Сверху слоями выложили скрученную сарму. Добавили соль, сахар и оливковое масло. Залили водой. Сверху накрыли тарелкой и варили на медленном огне час-полтора до готовности. Десерт из манной крупы с добавлением турецкого кофе. Кастрюлю налили в воду, добавили сахар и кофе, довели до кипения и уварили на медленном огне до консистенции щербета. В отдельной кастрюле растопили сливочное и оливковое масло. Обжарили в нем манную крупу, приправив ванильным сахаром. Когда цвет крупы потемнел, добавили готовый щербет и варили на медленном огне, пока крупа полностью не впитала в себя щербет. Выключили плиту и оставили настояться на 30 минут. При подаче присыпали десерт корицей.
Дорогие друзья, лето в самом разгаре, и мы представляем рубрику «Готовим на природе», где известные шеф-повара нашего города делятся своими кулинарными секретами. Мы будем делать куриную грудку с овощами в соусе терияки. Мы режем средними кусочками куриную грудку, нарезаем произвольными кусками овощи, берем репчатый лук, помидорки. Их надо делать желательно крупно. Берем болгарский перец, тоже нарезаем произвольно, и 2-3 зубчика чесночка для вкуса. Обжариваем куриную грудку, добавляем лучок, потом сыпем чесночок. Он дает вкус, когда при обжарке. И еще добавляем туда шампиньоны. Добавляем болгарский перчик, добавляем бекончик, добавляем помидорки. Сам соус терияки, он уже как бы соленый. И солить только если по вкусу. Кто-то любит просто более соленое, кто-то менее соленое. Добавляем грамм 40 соуса терияки и овощи все обволакиваем. Все, блюдо в принципе готово. Можно блюдо приготовить дома, на улице, в любом походном условиях. Вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». Напоминаю, что у нас сегодня замечательные гости из нашей любимой солнечной Турции, профессиональные шеф-повара Букет и Сефер. Спасибо, что приехали к нам. Готовим мы сегодня настоящие вкусные блюда. Это десерт, он у нас охлаждается. Здесь у нас блюдо под названием сарма, и есть третье блюдо. Как оно называется? Бамья на оливковом масле. Отлично, давайте приступим. Что это такое? Это бамья, это овощ. Можно это попробовать? Обратите внимание, такого овоща у нас в России, в Татарстане нет. А где он растет? Он растет в нашем регионе, да, очень тяжело их собирать Они на дереве растут? с земли. Бамия – овощная культура, которая относится к семейству мальвовых. Широко распространена в Африке, Северной Америке, Индии и тропиках. Ее вкус чем-то напоминает спаржу и баклажан. В пищу употребляют молодые стручки бамии. Из них готовят гарниры, салаты и супы. Кроме того, сушат, замораживают и консервируют. Бамию называют мечтой вегетарианца из-за огромного количества содержащихся в ней полезных и питательных веществ. Железа, белка, клетчатки, витаминов А, С, В6, К, фолиевой кислоты, кальция и калия. Оригинальный вкус. Интересно. Начинаем готовить. Так, ну пока Букет готовит, Сефер, спрошу вас. Вы профессиональный шеф-повар, а дома, как у вас есть вот семья, я знаю. Вы дома готовите или у вас дома жена готовит? Дома я не готовлю, ввиду того, что я занимаюсь этим на работе, не избирательном виде. Все, что моя супруга приготовит, я ем, но дома я этим не занимаюсь. Когда вам говорят турецкая кухня, что приходит на ум первое? Первое, это вот все-таки приходит на ум кефте, и потом вот эти лепешки такие, как они называются, с сыром, с разными начинками. Почему я это спросил? Всегда, когда я езжу за границу и спрашиваю у людей, что вам приходит на ум при слове турецкая кухня, они всегда говорят пиде, лахмаджун, кебаб. По сути, турецкая кухня, она гораздо богаче, чем только эти три блюда. Да? У каждой области, у каждой провинции в Турции есть свои особенные блюда, которые они готовят только там. Кстати, Сефер, вы заметили, мы, двое мужчин, ничего практически не делаем, а девушка готовит. Так не принято, нет? Ну, Букет сама захотела приготовить это блюдо, и вот мы дали ей такое задание приготовить бамью. Сефер, а вот шеф-поваров, девушек, женщин, вообще их много в Турции? Потому что я видел, вот когда в Турции был, только мужчин. Очень небольшое количество. Вот, например, в нашем союзе только 1/3 часть шеф-поваров – это женщины. И в федерации, в Турецкой тоже очень много женщин-шеф-поваров. И в отелях очень много сейчас уже шеф-поваров работает женщин. Добавляем томатную пасту к обжаривающемуся луку и чесноку. Так, пока обжариваем. Потом еще помидоры будут. После того, как мы тщательно все обжарим, да, мы добавим помидоры. Букет, а у тебя вот какие есть любимые блюда турецкие, которые ты любишь готовить? Я люблю мясные, рыбные блюда, молоко и рыба. Так, добавили немного водички. Кстати, если у вас получится приехать еще раз, то я предлагаю в следующий раз, чтобы я научил вас готовить татарские блюда, если вы будете не против. Договорились? Хорошо, с удовольствием. Так, Biz size Türk yemekleri öğretelim. Siz de Мы вас обучаем турецким блюдам, а вы татарским. так, добавляем турецкую вот эту приправу оригинальную.
сумах. Добавили бамью и лимон еще, да, чуть-чуть? Мы сегодня готовим турецкую кухню, но турецкая очень схожа с татарской. Вот даже блюдо сарма напоминает наша татарская толма, то есть на русском голубцы. Сахар немножко надо добавить. Так, кстати, обратите внимание, везде они добавляют сахар. Везде, Шикарно. где есть оливковое масло, мы добавляем сахар. То есть оливковое масло и сахар сочетаются, запоминаем. Блюдо практически готово уже или нет еще? Hazır olmak üzere biraz Немножко чуть-чуть постоит. Это блюдо подается с чем? Вот с мясом, с картошкой или оно отдельно? Вот? По сути, это блюдо, оно используется и как холодная закуска, но в Турции также оно готовится с бараниной, и оно уже как целое блюдо готовится. Если его готовить с нутом, он еще вкуснее будет. Но я уверен, что наши блюда сегодня все получились великолепными, и буквально через мгновение мы начнем их пробовать. Бамия. На оливковом масле обжарили лук с томатной пастой и нарезанными помидорами. Затем добавили бамию и лимон. Посолили, залили горячей водой и тушили до готовности. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш канал на YouTube. А у нас все готово, прекрасный стол, шикарные блюда. И мы начинаем пробовать, и попробуем сначала сарму. Serbestsiz, buyurun. Надо всем попробовать. Так. Внимание. Впервые ем это блюдо, но очень вкусный и такой оригинальный вкус, который вот нельзя ни с чем перепутать. Ну и на гарнир пробуем бамью. Не зря мы тюркские народы. Вкусы у нас совпадают, очень вкусно. Молодцы. Очень рад, что вам понравилось. Хотел еще добавить, что сарма, когда вы ее пробуете, такое ощущение, что она с мясом, хотя там только рис. Мне кажется, это все-таки виноградный лист, он придает такой оригинальный вкус, и блюдо очень сытное. Из-за зелени, из-за приправ, которые мы используем. Наше основное блюдо получилось очень вкусным, ну а сейчас пробуем десерт. Турецкий десерт и, конечно же, свежесваренный турецкий кофе. Знаете, сколько раз был в Турции, но вот такой десерт не пробовал ни разу. Вкусно. По сути, его можно подавать с мороженым. Что касается десерта, то у него тоже неповторимый вкус. Ни с чем его нельзя сравнить из русской и татарской кухни, поэтому обязательно попробуйте его приготовить и насладитесь вкусным турецким десертом. СФР, Букет, вам большое спасибо, что прилетели к нам из солнечной Турции и приготовили эти вкусные блюда. Все очень понравилось и ждем вас вновь. Нам очень приятно, что вам понравилось. Мы все делаем с любовью для вас. Будем рады посетить вас снова. Я бы хотела, пользуясь случаем, пригласить вас на гастрономическую программу, которая будет проходить в феврале месяце в Турции. Обязательно постараемся приехать. И вообще Турция, Россия, Татарстан, приятно, что наши страны живут в дружбе. И вот как идут обоим нам красивые татарские тюбетейки, здесь уже можно понять, насколько мы близки по духу. Еще раз большое спасибо, Тешекурлер. До новых встреч. До новых встреч. Это была программа «Секреты татарской кухни». Нас смотрят даже в Турции. Пока-пока.